Что это за вершины? А. Казбек и Эверест. Б. Эльбрус и Казбек. В. Географический Килиманджаро диктант и проходит Эльбрус. с 2015 года. Эверест. Ежегодно Республика Башкортостан принимает активное участие среди написавших географический диктант. В этом году зарегистрировано в Республике Башкортостан более 900 площадок. Могут принять участие абсолютно все желающие, не ограничено в возрасте. На мой взгляд, главная задача вот этого географического диктанта – приобщить как можно больше людей к географии, приобщить не того, чтобы преподавать географию, не даже чтобы профессионально заниматься, а просто чтобы иногда обращать на это внимание. Особенно сегодня, когда мы видим, что интерес к стране просыпается, интерес к тем процессам и явлениям, природным явлениям, которые у нас чудесно есть, оно просыпается. Я думаю, действительно, вот такие географические диктанты, они должны быть хотя бы для того, чтобы воспитывать географическую культуру даже у людей. Это не экзамен, это просветительская акция, как сообщают федеральные организаторы, даже не запрещено подсматривать. Но зачем, когда можно просто узнать свои знания? Я сегодня пришел не один, с семьей. В разных диктантах участвую не впервые, а в географическом сегодня впервые. Но потому что там, где я работаю, в Министерстве экологии, мы как раз наши вопросы тесно переплетаются с географическими понятиями, терминами, в части геологии, например. Поэтому для меня вызвало живой интерес, что такой диктант проводится, и вот мы здесь. О какой экспедиции, ставшей первой комплексной экспедицией общества и одной из самых эффективных по собранному научному материалу, идет речь? В роли ведущего такой в первый раз опыт именно для выступления на географическом диктанте. Даже интересно. Хотел все время, наверное, на некоторые вопросы даже стоять и подсказывать в качестве каких-то наводящих выражений. Ну, по моему ощущению, вот 40 вопросов, наверное, где-то порядка 10 вопросов были достаточно такие сложными, где нужно было посидеть, поразмышлять и вспомнить. Тут не только географию вспомнить, а вспомнить какие-то литературные, исторические моменты, потому что некоторые вопросы, они были связаны больше с историей, чем с географическим объектом. Я некоторые вопросы сейчас для себя запомнил и, наверное, сейчас приду домой, посмотрю на самом деле, как это все было, потому что интересно как раз проявляет вопрос, и хочется дальше покопаться, поизучать этот вопрос, расширить свою базу данных для того, чтобы на следующий год, допустим, поучаствовать в географическом диктанте, уже быть более подготовленным не только с точки географии, а именно исторического момента, литературного.